атмосферу, яка тоді була. Тут якраз от з нагоди того, що ви почули і побачили, і це ви прочитаєте і в стенограмі, і в аналізі того, що є. Шушкевич каже, чому то ми не пішли до Шушкевича, а пішли до Кевича. Шушкевич до опошнього часу категорично був супроть незалежності. Супроть постановки у порядок дня питання в незалежності, в наданні декларації конституційної сили. Він називав це безглуздицею. Все в стенограмі, все є. І тоді, коли Муравей писали, розказували про його роль, ну, може там, кажуть, Позняк на його зуб маєте, що тут справа не в зубах, тому що як ні ми, ні фронт, ні той же Позняк, Лукашенко, Шушкевич просто не був би у політиці. Шушкевич – компромиссная фигура поміж БНФ и коммунистами. И это здарилося на Верховном Совете. Была певная равновага. Они, правда, нас переоценили в перші дні трохи, але вони пішли на компроміс, бо треба було проголосувати. Ніяка кандидатура не проходила. С Дементеем были великие проблемы. Но, конечно, его выбрали по заданию бюро ЦК. Але на першого намесника мы привели Шушкевича. Это была компромиссная фигура. И сподівалися, что он знайде махчимость лавировать у этой ситуации. Многие речи можно было про его робить. Шушкевич практично, амаль безоглядно приймав позицию коммунистов. Он підтримував Радкевич, он підтримував номенклатуру, он постоянно робив різні шпильки і зауваги в бок опозиції. Ті, які його власно підняли, і у виніку він стратив уладу просто ганебно. Ганебно залез у скуру усім, і комуністами Народного фронту. Ми його тримали, несколько разів його хотіли комуністи викинути. Он им не відповідав, тому що він чужие, не хотіли поставити свого, як пробити докладно свою політику. А этот чоловік все ж таки был не ихний, они его не воспринимали, тем больше, что он умудрився залезти им под скуру. Так вот, мы имели махчимость уплывать на конституційну большість и Демклуб. И мы несколько разов, коли не глядячи на то, что он сказал, что оппозиция все равно за меня проголосует, то мы его подтримливали. И ось опошний час, коли уже стало просто немахчимо, мы выкликали его до себе в оппозицию, и отбылась оговорка. В той оговорці он сказал, что вы, Народный фронт, виноваты в тем, что наш народ хворея на радиофобию, потому что вы подняли проблему Чернобыля. Вы в Чернобыле сказали всем людям, что это отбывается, вы подняли эту проблему. Это те люди, які думали, що все ж таки Шушкевич, член-кореспондент, профессор, у них раскрылись очи. Бо сказать мне, что такое, это полный абсурд. Это полный абсурд. Мы не только раскрыли правду Чернобыля, это великая борьба шла. И борьба не только на республиканском уровне, но с всем Советским Союзом и навіть с МАГАТЭ, с всей этой международной мафией. Это была величайшая борьба. И удалось это, нам не удалось их посадить за краты, этих членковых. Не удалось это сделать, потому что нам не было силы их посадить. Але мы здолели эту проблему поднять и принять, примусить Верховный Совет. Бо мы были инициаторами, мы подавали проекты законов, и фактично они робили то, что мы пропоновали. По-своему, але тематику, матрицу наложили мы. И вот были приняты законы и про Чернобыль, и про зоны отселения, и про льготы ликвидаторам, и людям платили так званые гробовые, которые называли, все, что люди нечто отрымливали. Это все сделал Народный фронт. Вот такое было сказано. Ну и это только деталь, которую я вам рассказал. Так вот, по этой стенограмме вы убачите, что самым последовным противником незалежности был Шушкевич. До самого конца. Шушкевич ему поддакивал Булахов за все. Но Булахов это керовал тогда правовой комиссией. И стенограмма, это такие, сухая справоздача, але я казал,
бо я уже и в Празе был за этой книжкой, и в Вильне казал, что будете читать как роман. И это правда. Это правда сухая, как бы, справоздача, але яна адлюстроўвае вот ту эпоху, той час настолько выразно, что читается сапраўды вельмі цікава. Вот так тому Садоўскі, хотя у конце Шушкевич сдался. В самом конце он уже сдался, зразумеў, что конец тому, что сдались коммунисты, сдался Малафеев, спочатку мы его выгнали, отповедно. Потом они зразумели, что им нема куда деваться, что они могут трапить и за краты, они не ведали, что будет в Москве. А тут идет такой натиск, на площади стоят люди. И людей шмат, и, кажут, шум доносится. И несколько разов по стенограмме вы убачите, не один я, сказали, что мы, кажут, покличем людей. Коли вы не пойдете на то, что Дементей не повинен быть старшиной Верховного Совета, мы примем отповедные меры. И Дементея мы сняли. Вымушены были они сдать Дементея. И это была великая наша перемога. Наша перемога, вот этой оппозиции фронта. Мы вышли со стягом на Верховный Совет. И потом, когда они это бачили, и когда удалось провести Шушкевича на первого наместника, на ведучого сессии, то он первое слово дал Малафееву. Попросил пробачення, я прошу пробачення, что так вот с первым сектором ЦК обошлись древно, але я повинен дать ему слово. Формально мы вышли с зали. Бо, знаете, у політиці є ще формальні речі. Скажем, подавати руку чи не подавати. Это формальные речи. Коли с Кебичем у меня была такая история, коли Кебич, коли мы шли на президентство, подошел до меня, камеры стоят, и все, и протягивая руку. Это не можно робить у политицы, такие речи. Я здесь поздоровался, а рука так и оставалась. Потому что это был той політичний противник, з яким у Ляшка змагався Народний фронт, і який ставив задачу ввести російський рубль, увел КГБ у РАД і фактично ставив питання в суверенітеті Білорусі, в здачі того суверенітету. Это были такие, это не просто некие разыходжения на некое устройство, скажем, державы, там некие повинны быть ты установы, ты министерство, как разыходятся политичные партии в демократичной краине. Это было принциповое разыходжение человека, который фактично хотел угрозить белорусскую державу. И подавать руку такому, это значит, тут же пойдут фотографии и надписи, вот они обнялись, помирились, вот и все. Это не можно робить. Так вот, формальные такие речи бывают у политицы, так и тут. Вы повинны были покинуть залу. Мы покинули залу. Знак протеста. На короткий час. Это все по ходу робится. Але такая повинна была быть такий демарш зроблений. Але перед гэтым до меня подходили коммунисты, а они там раялись президиумом. Мы себе раялись, они себе раялись. И они мне кажут, что, слушайте, вы, знаете, дайте можливість Малафееву сказать слово. Мы же его выгнали, мы его могли снова пропустить. Дайте можливість, знаете, он скажет то, что надо, он поддержит независимость. Верьте. И в этой ситуации, когда все было так на нервах, это можно было верить, это не то, что некие ловки. И я разумел, что за стенами, за кулисами, яны уже зразумели, что они будут отступать. И это вельми важно. По-перше, что мы Малафеева прогнали, и они выбачили вот кадры, как его прогоняют. И они выбачили, что тут жарты слабые, потому что 30 тысяч стоит на улице. Когда мы запотребовали, что дайте слово человеку с улицы, представнику Незалежного профсоюза, и они дали. С улицы пришел человек, на трибуне Верховного Совета выступил. Выступал там, правда, по-русски, а в конце сказал «Живе Беларусь». И выступил такой патриотичный. И они не могли ничего выступить, они боялись его. Коли б, скажем, они не пошли, это мы уже договорились. Коли б яны не пошли на сдачу Дементея, мы бы его вынесли просто на руках. Альбо
Потому что это яны были безрадные, и милиция ничего не зробила. Милиция подходила до нас и пыталась, что ей робить. Такий срібний был полковник. Они отчували, что все, влада коммунистов рушится, и тут треба с фронтом так само уметь проводить дипломатичную работу. Так вот, Малафеев выступил и фактично заявил об капитуляции. И он, тут почитаете, он дал намек такий, что мы повинны выйти из КПСС. Это значит, что то, что мы потребовали эту партию заборонить, они не будут сопротивляться. И что теперь пошел процесс суверенизации, вот мы считаем нужным, что это надо поддержать. Вот он выступил таким, поднял, как руки вгору. После вот этого напору. Вот тактика наша была такая. Покольки нас было 27 человек только у фракции оппозиции, еще подтримка там клуба, человек 80 набиралось, а их было по 300 человек. И, конечно, это была сила, это были голосы. И только их голосами можно было сделать то, что мы хотим. Яны были наполоханы, бо часто з них удельничала фактично в этом путче. Некоторые засвятились, как Малафеев, яны уже написали об этом, что бюро ЦК подтримливает. А это турма, когда отбывается такая смена влады, когда КПСС уже практически заборонена в Москве. И вот в этой ситуации наша задача была такая – взломать их психологично. Той страх, який их был, его повеличить в 10 разов. И вы чуете тут, как выступая холод, кричите: вы своей бандой со Слиньковой, вот тут вот кадры есть. Это вот без микрофона, это вся оппозиции. Это одразу, как мы вошли в залу, был такой моцный напор. Моцный, с всех боков. Они просто угнули головы. Настолько на этот напор отчули. И потом, когда этого Дементьева, Малафеева и погроза вот там, что люди стоят на площади, и они, человек наполохается, его не працює логика. Он не может думать. Робили все то, что мы сказали. И проголосовали тогда, когда Малафеев скапитулировал, проголосовали сами коммунисты за заборону своей, за припинение деятельности. Мы ставили питание заборону, не проходило, потом обспинение деятельности КПСС, а Шушкевич, який їх усё оборонял, бачите, стенограмму, повторяю, бо для некоторых это, может, не шикарно. И он пропоновал часово припинить деятельность КПСС. У політиці нема нічого більш постійного, ніж часове. Все, окей, ми згодилися на це, і на этом комуністам конец. Так что не буду подробно казати про тактику, там почитайте, але я просто розтлумачу некоторі речі, які ви бачили на кадрах. Чому так Голубів сказав, до речі, вельми активний був депутат у нас надзвичай. Ось, і чому так це все відбувалося. Ну и теперь на заканчение, бо мы уже домовились, что все одразу будем, я хочу еще одну тему порушить, ну, как трошки нам, як кажуть, воно так близко до теми, але как трошки внести такую, ну, живую больше тему, культуральную, у наше сьогоднішнє посідження. Гэта маецца на ўвазе фільм, які зняты рэжысёрам Алесем Кудрыцкім пра Віленшчыну. І ну, як бы я ў гэтым фільме пісаў тэкст, вадзіў іх, там паказваў, яны это ўсё здымалі, і ўсё гэта адлюстравана ў кіно. Я увогуле маю такую звычку, як толькі я заязджаю на Віленшчыну, я бяру машину, домовляюся там с человеком и езжу по Віленшчине, по этих помниках, по этих сядзібах старых, по замках, там медники, и фотографую, сустракаюся с людьми, все же говорят там по-беларуску яшчэ. И гэтая прапанова, каб вот поездить по Віленшчине и показать яе, была спрынята.
І зрабілі такі фільм. Бо спачатку була прапанова пра Вільню зрабіць фільм. Але беларусы больш-менш Вільню ведаюць, шмат напісана, шмат хто быў, Вільня ёсць Вільня. А вот Вільнюшчына, где там тыя яшуны, где там тыя тургели находятся, что там ёсць, что там у дзявенішках ёсць. Люди большиня просто не ведаюць. Хотя у дзявенішках працаваў жыў Грымша, вялікі паэт сярэднявечны беларускі. Тут будут в фильме убачыце про Адама Міцкевіча, про Снядэцкіх. І гэта ўсё зараз разбураецца. Горш, чым пры саветах. Пры саветах яшчэ там у тых палацах нейкія былі канторы, скажем. Цяпер гэта ўсё кінута і ўсё валіцца. Таму што тая ўлада, тыя людзі, якія зараз прыйшлі на Вільнюшчыну, яны там ніколі не былі. Іх там не было. І гэта не іхная гісторыя, не іхная культура. Яны нічога не робяць, нічога не рэстаўруюць. Тут, можа, некаторыя ўпершыню пачуюць пра Паўлаўскую рэспубліку. Не буду казаць, бо падрабязна ў фільме сказано, што партрэт этого Брастовского Павла знаходзіцца ў мастацкім музеі ў Вільні. Яны страшэнна баяцца, ходзяць па пятах, каб хаця не фатаграфавалі, бо там ўсё наше мастацтва. Ну, это яны могуць сказаць, каму хочаш, толькі не пазняку. Я ўсё то сфотаграфаваў, конечно. Вот. І, правда, партрэт тут не паказаны, але гэта быў князь, малады чалавек, энергічны. І вось то, што ён зрабіў, вы пачуеце. Дык вось зрабілі такі фільм, каб адкрыць вочы беларусам на саміх сябе, на Віленшчыну, на то, што засталося як бы за мяжой, не даследуецца. І у заключэнне скажу такую цікавую рэч, што гэты фільм зняты ў канцы мінулого года, і ўжо цяпер паявіліся захады, ўжо нейкія там сродкі шукаюць, каб аднавіць палац Балінскіх у Яшунах. Яны адчулі, што тут... Палац. Палац Балінскіх. Значыць, гэты фільм ужо нават дзейнічае, бо нам істотна, каб гэта захавалася, каб гэта не знішчылася, бо гэта наша гісторыя. Яна будзе існаваць і, як кажуць, не зменіш. Натуральна, што там будуць розныя іхныя інтэрпрэтацыі, але калі нічога не будзе, калі будзе бур'ян і будзе пустое месца, дык гэта будуць толькі абстрактныя разважанні. А ўсё ж такі помнікі павінны захавацца. І гэта вось такая вот думка, яна ў гэтым фільме ёсць, і вы гэта пабачыце. І на заключэнне я вось ужо казаў пра гэтую выставу. Гэта нейкая, вот, знаете, они корреспондуюцца, вот гэтыя падзеі паміж сабой. Я прасіў бы уладыку Святослава, пасля як мы праглядзім фільм, потым, ну, як уже я на пытанне адкажу, калі будуць пытанні, а потым трошки расказаць пра гэтую выставу. Таксама. Бо вы паглядзіце, гэта вельмі важная таксама падзея. Ну вось, і цяпер я прасіў бы гэты фільм паказаць, а потым будем